сегодняшнем видео мы расскажем о отношении известных лиц к Таджикистану. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что думает мировая общественность про страну. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Среднюю Азию надо беречь. Они все к нам вернутся. Но главное направление – это Юго-Восток. Это Таджикистан, и Узбекистан, Туркмения, и Киргизия, ну все страны СНГ, там их 5 стран. Почему? Потому что там к нам до сих пор относятся лучше, чем в Прибалтике и на Украине. Так почему же мы мало внимания эти годы уделяли этому региону? Они хотят, чтобы между нами были теплые отношения. Они хотят изучать русский язык. Они просят русские учебники. Они просят открывать русские школы. В Киеве или на Украине закрывают, а там просят открывать. Просят русских учителей направить, потому что местные кадры талантливые люди, но все-таки лучше, когда язык преподает носитель языка. Великий народ, который может гордиться своим потрясающим поэтическим наследием, у которого были очень непростые этапы жизни, но в самый ответственный момент для многих из нас, для людей, вышедших из Советского Союза, оказавшийся домом для всех национальностей. Наверное, если бы не случилась этой трагедии Великой Отечественной войны, если бы Таджикистан не раскрыл тепло своих сердец и уют своих домов многим, которые приехали и которые смогли там найти вторую родину, не появился бы этот необычный, совершенно удивительный, наверное, феномен современной музыки, хотя кому-то нравится слово «феномен», которым является любимый мной Талибхон. Приедет в Беларусь ваш президент, наш уважаемый человек. Его знают, любят в Беларуси. И знают не только, как у нас принято сейчас говорить, элита, те, которые занимаются политикой. Мария Шариповича хорошо знает белорусский народ. Мы ждем его приезда, поэтому наша встреча с вами важна еще и по этому поводу. Мы договорились, что выберем день, когда он приедет, накануне закрытия Европейских игр, обсудим все вопросы, посмотрим, как выполняются наши договоренности. Он побудет в Беларуси, я его просил об этом. Пусть познакомится ближе с нашей природой, с нашей страной. Она отличается по природе от вас, хотя и места у вас есть такие, как у нас в Беларуси. Я их видел, он меня возил в эти районы. Сюда летел, я, честно говоря, не думал, что столько гор в Таджикистане. Ага. Этим она и схожа с Дагестаном. Как бы Дагестан тоже с перевода с турецкого, это страна гор. И, впечатление у меня очень положительное. Наш священный долг перед нашими народами и будущими поколениями беречь и приумножать это бесценное наследие. Нас радует, что в каждой узбекской семье питают уникальное творчество. И знаете, не только питает, но читает и изучает. Хоть мы были в разлуке, но люди никогда не разлучались. Никогда не прекращалось ни в одной узбекской семье творчество выдающих таджикских артистов. Понимаете, это точно так же в Узбекистане или в Таджикистане не во всех семей обязательно будет творчество узбекских великих артистов тоже. Об этом я сам знаю, потому что я работал в Самарканде, и мне было слышно этот искренний, желанный звук, потому что он сегодня воплотился в реалии и в жизнь. Ни одна узбекская свадьба не проходит без таджикских песен, а таджикские семейные торжества без узбекских мелодий. Дорогие друзья, где еще в мире можно найти такую близость, такое родство культур, обычаев и традиций двух народов на протяжении тысячелетия, живших одной судьбою? Естественно, все это накладывает на нас
большую ответственность. Мы должны построить новые мосты дружбы, новые шелковые пути. Пусть для наших детей и внуков эти светлые дороги будут широкими и безопасными. Отрадно, что за последний год мы добились ощутимых результатов, о чем сегодня очень подробно имам Али Шарипович сказал. Успешно проведены взаимные дни культуры и искусства, выставки и многие другие мероприятия. Они еще раз подтвердили огромную заинтересованность наших народов в укреплении таких связей. Сегодня мы можем воочию убедиться в этом ходе концерта мастеров двух стран. И я уверен, что у нас не будет различий ни в музыке, ни в танце, как уважаемый имам Али Шарипович сказал, ни в традиции, даже в одежде не будет сегодня разницы, потому что мы будем петь одну песню. Как вы относитесь к таким заявлениям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Ну, я первый раз здесь, поэтому все посмотреть не удалось, конечно. Но меня повозили по городу и по центру, и за городом мы были. Поражает что? Во-первых, размах строительства. Город строится, прям строится и строится. Во-вторых, конечно, это очень красивый город. Очень много зелени, все очень ярко, люди замечательные. Поэтому я думаю, что я к вам буду приезжать теперь часто. Очень интересная республика. Таджикские ковры с великолепными узорами. Очень много ювелирных работ. У меня ассоциация с таджиками, что у них очень интересные самоцветы, броши, серьги. Вообще очень интересная республика, азиатская и тоже же азиатская. Таджикистан – дешевая рабочая сила. Я не знаю, что про Таджикистан. Сказала, что трудолюбивые, веселые и немножечко ленивые. Ну, это очень хороший человек, который чтит свои традиции, чтит свой народ в целом, родителей. В общем, мне нравится. А в целом, ну, я считаю, что они на самом деле очень добрые люди, отзывчивые, заботливые. Друзья, так как нас встретил Душанбе, не встречал ни один город, в который мы приезжали. Спасибо большое. Да, а какой расскажу позже. Вот как. Все, спасибо большое. Ребята! Я не успеваю куда смотреть. Ну еще, пожалуйста. Я вас очень прошу, надо же успеть еще снять что-то. Ребятушки, мне просто надо... Да, я тебе сфоткала. Где-то ездит или летает, я думаю. Я в шоке! Смотрите программу из Душанбе. Орел и решка! Вот так вот! Мы даже не смогли толком записать нашу финальную встречу. Нас тут же насильно усадили за стол, и мы просто не смогли вырваться. Ну, как тебе мой стол? Хороший, у меня просто один вопрос, кто за это платит? Веришь, я ни копейки не заплатила. Это вот все эти люди собрались и сделали мне такой подарок. Собрались и сделали подарок такой? Ничего себе! Вот это да! Ну как тебе вообще, понравилось здесь? Горы какие! Ну, правда, Ладно, ты не видел горы. гор. Народ гостеприимный. Народ гостеприимный. Вот реально, я такого не ожидал. Давай за людей, жителей Таджикистана и вообще за всю страну. За Душанбе, друзья, и за Таджикистан. Спасибо вам огромное! На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.